Здравствуйте. Ну что ж, телеканал УНТ запустил интервью с Романом Протасевичем. Интервью у Маркова. Не первый раз такой формат отыгран. Сразу напомню, что первый раз, так как гром среди ясного неба, было подобное интервью с Юрием Воскресенским. Это сам факт, о нем поговорим чуть попозже, и о реакциях. Пока что поговорим о сути и о ключевых тезисах, озвученных. Первое. То, что заметно сразу. Протасевич волнуется. Это есть. Но при этом формат разговора у Маркова, это как бы там ни было, он предполагает определенное согласие с другой стороны. На чем сыграли, я сказать не могу. То есть тут могла быть игра. То есть на чем его подцепили? На обиде. Причем эту обиду можно искусственно создать, там, как говорится, поместив человека в изоляцию, говорит, что его все кинули. На амбициях, что ты хороший, умный и так далее, и ты еще послужишь стране. Как угодно. Но факт остается фактом. С ним очень хорошо поработали психологи. Это вот то, что буквально сегодня в интервью на украинском ресурсе Укрлайф я говорил с утра, что это вполне возможно. Почему Протасевич волнуется? С одной стороны, это площадка, которая, скажем так, для него враждебна. С другой стороны, он понимает, что ему рубят пути отхода назад. То есть после таких интервью, так говорится, особенно учитывая, какие тезисы он озвучил, то есть это сжигание мостов. Третье. Сами факты. Фамилии и факты. То есть тут есть часть информации, о которой в том числе я говорил на канале, это там и конфликты в штабах и так далее, дополненная с одной стороны эмоциональной окраской самого романа, и с другой стороны не исключено и вполне очень даже вероятно, что часть фактов просто сдобрена изрядной долей нужной информации, которую вложили в уста, как говорится, этого парня. Обкатка. Само интервью заранее порезано на тематические блоки, которыми буквально с первых минут начали сыпать провластные ресурсы в сети. То есть, как говорится, было готово, и это показывает, среди прочего, кстати, вот то, что недооценивают оппоненты Лукашенко, что окружение Лукашенко пытается научиться работать с сетью. То ли сами, то ли пригласив консультантов, но с каждым разом они пытаются входить все более и более агрессивно. Это надо учитывать даже с точки зрения информационной борьбы, потому что напомню, что рубят выходы на болото и после этого создают выходы как раз таки на ядро протестов. Кстати, насчет вот таких вот ключевых тезисов, то у того же самого Маркова предыдущее интервью с Глебом Лавровым. В свое время это один из лидеров дебатного движения в Беларуси, один из участников Белорусской ассоциации студентов права, была такая оппозиционная организация, сейчас, скажем так, активно топит за существующую власть. Но там человек как раз таки говорил много, в том числе те тезисы, которые я замечал об информационном пространстве, о болоте и о возможностях выхода. Естественно, в своем изложении, что это все подлая рука Запада, нас кинули ядерную информационную бомбу. Как бы там ни было. Теперь кратко по выводам, что из этого получится. Если по Роману Протасевичу. Первое. Его будут склонять все-таки к формальному сотрудничеству, то есть к алгоритму работы, аналогичному с Юрием Воскресенским. То есть я не удивлюсь, что если его на каком-то этапе, даже попытаются предложить его включить в Конституционную комиссию, либо он засветится просто, как говорится, на воле. Есть достаточно велика вероятность, что его выпустят как минимум под подписку о невыезде. Есть такая вероятность, не сразу, но это вполне возможно. При этом то, что он сказал, это интервью, это одно из первых. То есть дальше его будут крутить на все новые признания, все с большими подробностями, и каждое из которых будет ложиться либо в обвинительную базу по части активистов, либо, как говорится, что более вероятно на данном этапе, использоваться в информационной работе. То есть для чего? С одной стороны, ввести в ступор, как говорится, оппонентов, потому что Роман знает действительно много, это раз. То есть и поставив себя на место тех, кто работал с ним, ты, как говорится, не знаешь, что вылезет как говорится, на следующий день. Либо реальная информация, либо то, что вложит молодому человеку, как говорится, в уста. Второе – это сеять определенное недоверие между самими лидерами протестов, между различными группами, учитывая, что все-таки конфликтность определенно есть. И тут как раз-таки вопрос в том, что
работает старый одесский анекдот, который я люблю приводить в пример, когда объясняю, что такое информационная операция. Ложечки нашлись, осадочек остался. Помните? Мойша, Изя у нас ложечки украл. Вот, ложечки нашлись. Ну вот осадочек. То есть для чего такое? Есть факт, который озвучен пусть даже на ОНТ, но озвучен бывшим соратником, либо соратником, который сейчас в заключении. Ты не знаешь, это реальный факт, либо это, как говорится, под давлением, но определенная ступень недоверия среди Варшавской и Виленской группы, она будет нарастать. То есть, когда есть недоверие, есть определенная дезорганизация. Третье, ключевое – это работа на болото. Вот то, о чем я много раз говорил, для чего все эти вот фильмы, так называемое расследование, интервью. Бить по болоту с целью дискредитировать тех лидеров, которые декларируют себя как лидеры протестов. То есть это то, что пытается сделать власть информационного поля в политическом. Если Протасевичу удастся продавить дальше на формальное согласие, тут еще раз, это может быть игра на амбициях, это может быть игра на возможной обиде, но я все-таки склоняюсь к варианту игры на амбициях, потому что это более, как бы сказать, устойчивый вариант, то молодого человека на определенном этапе просто предъявят публике как того, кто свободно ходит по улицам белорусской столицы. И вот после этого начнется уже политическая комбинация, потому что давайте сразу придумаем и с точки зрения Белавия и всего остального, то есть как будет выглядеть лозунг «Free Протасевич» вот, в исполнении тех же самых литовских, польских политиков, украинских, то есть кого-то. То есть это уже будет достаточно серьезная, ну скажем так, проблема политической коммуникации. И даже если через несколько месяцев, что я не исключаю, у Романа хватит сил, ума вырваться, как говорится, из-под опеки и уехать в какую-то из соседних стран, вот этих вот несколько месяцев форы, когда контуры политических обвинений в адрес окружения Лукашенко, они будут несколько размыты, комбинация будет уже отыграна. Дальше уже через несколько месяцев никого не будет волновать, где он и что он. Причем на данном этапе в ситуации с Протасевичем белорусские власти будут активно проводить параллели с другими ключевыми политическими узниками. Что вот видите, один такой, остальные тоже будут такие, либо почти такие. И таким образом просто размывать базу, размывать обвинения, что европейские политики в отношении одного человека ошиблись, значит, они могут ошибаться в отношении остальных. То есть это тоже вызов для оппонента Лукашенко, потому что вопрос, как с этим коммуницировать. Потому что коммуникация в лоб, не верьте, они все врут, прошу прощения, она не работает. То есть тут нужна новая тезисная конструкция для тех, кто хочет скажем так, политически использовать данную тему. Это очень важно, снова-таки в политической коммуникации, в формате, скажем так, дальнейшего развития политического кризиса Беларуси по пути к той или иной, к тому или иному сценарию его урегулирования. Поскольку худший вариант – это когда одна из сторон полностью проигрывает вчистую без без выработки механизмов, в том числе переходного этапа, переходной коммуникации, потому что общество надо сшивать, независимо от того, кто победит. Поэтому в данном случае полное поражение, полный провал, условно говоря, окружения Тихановской при всем моем критическом отношении к тому, что они делали в значительной мере, потому что есть и здравое зерно, есть и, на мой взгляд, ошибки, но их полный провал – это будет негатив с точки зрения просто перспектив Беларуси. Поэтому в данном случае окружение Лукашенко будет на это работать. И как раз-таки оппонентам надо будет подумать, как провести, скажем так, эту контр-игру. Но еще раз повторю, что по состоянию на сегодня это интервью, оно создало новые рамки для политической коммуникации. Дальнейшие шаги и снова-таки попытки склонить Протасевича к сотрудничеству, они будут создавать дополнительные вызовы, и это интервью одно только из первых. В случае, если удастся запустить Протасевича по алгоритму Воскресенского, то это в том числе, скажем так, будет определенный вызов внешней политической коммуникации. Будет ли это так, покажут уже ближайшие недели 3, потому что я думаю, что за это время несколько интервью, либо несколько роликов еще выйдет, а дальше надо будет решать по сути. То есть, по большому счету, у белорусских силовиков есть, грубо говоря, 2 недели на получение согласия на сотрудничество полное.
но и для дальнейшей разработки комбинаций. За это время, еще раз, с точки зрения, я не думаю, что физически, но с точки зрения психологического давления, Романа будут обрабатывать очень серьезные профессионалы. Психологически его будут ломать. Парню не позавидуешь. Ну, на этом у меня все. Спасибо за внимание. Видео понравилось, лайкайте, комментируйте, расшаривайте. Смотрите другие впечатления, другой анализ беглый по данным роликам. Наберите сил, как говорится, просмотреть это интервью, потому что важно просто получить из первых уст, независимо от того, поддерживаешь ты это или нет, и сформировать свое собственное мнение. Спорьте, комментируйте. Ну, а, как говорится, дальше время покажет. Ну и, как говорится, еще раз повторяю, не верьте тупо моему слову, всегда проверяйте, потому что собственное мнение, оно формируется на основе нескольких источников информации. Поэтому спасибо подписчикам, спасибо тем, кто смотрел. Ну и спасибо подписчикам на Патреоне, потому что они стимулируют меня записывать все новые и новые ролики. Ну, этот ролик несколько не запланированный. Дальше, я думаю, уже завтрашнего дня будет по анонсированию. То есть Молдова, контуры системы, почему революция получается, либо не получается. Ну, то есть, как говорится, пойдем по более спокойному плану. Еще раз спасибо за внимание. Всего вам доброго. Хороших снов. Удачного завтрашнего дня.